Мы вновь приглашаем вас в дружный коллектив Канашского педагогического колледжа. Сегодня мы постараемся познакомить вас со студентами физкультурного отделения и их наставниками. Этот год для отделения юбилейный – 55 лет со дня открытия. За эти годы выпущено тысячи и тысячи выпускников, которые верны своей профессии. Современный учитель физической культуры, кроме хорошей физической подготовки, должен быть еще разносторонне развитым человеком, умеющим вести диалог, разбираться в искусстве и владеть организаторскими умениями и навыками. Всему этому они учатся через систему внеклассных воспитательных мероприятий, которые проводит куратор, привлекая студенческий актив. Мы приглашаем вас на классный час в 31-ю группу. Говорят, у вас самая дисциплинированная группа. Скажите, как вам это удается? В первую очередь, мои верные помощники – это их родители. У нас тесно налажен контакт с родителями. И, во-вторых, взаимопонимание и взаимоподдержка нам помогает достигать больших успехов. Я об этой группе могу говорить хорошего бесконечно. Это я вижу их сейчас такими, какими хотела их видеть на первом курсе. Мы находимся в тренажерном зале, где комфортные условия, хороший инвентарь и прекрасная возможность поддерживать форму. Леонид Николаевич, как часто студенты посещают тренажерный зал? Студент посещает 3 раза в неделю, в зависимости от уровня подготовки. Некоторые студенты 5 раз в неделю. На каких тренажерах им больше всего нравится заниматься? Основные являются базовые упражнения, становая тяга, приседания и жим лежа. Студенты выполняют сначала их, а потом уже приступают к мелким упражнениям на тренажерах. Но в основном это жим, сидя, хаммер. Татьяна Николаевна, с интересом ли занимаются наши студенты плаванием? Вы знаете, этот вопрос, наверное, самый главный для физкультурного отделения, потому что плавание – это самый лучший вид спорта. Наши студенты педагогического колледжа занимаются с большим удовольствием плаванием, потому что мы должны каждого будущего учителя научить плавать, а потом уже свой навык и умение он должен передать своим учащимся. В данном случае у студентов или уже по окончании, в каких школах они будут работать. Потому что плавание – это очень красивый вид спорта. И студенты наши участвуют на первенстве города, где занимают призовые места. Юр, говорят, ты профессионально занимаешься плаванием. Скажи, пожалуйста, откуда такой интерес к данному виду спорта? С раннего детства я, получается, родился сам на Волге. С раннего детства меня тянуло к воде. И, получается, я после этого на секцию пошел. Мне там понравилось, и все, я больше занимался только этим, только плаванием. Александр Николаевич, какому виду спорта посвящен сегодняшний урок? Сегодня мы с студентами 3-го курса физкультурного отделения проводим урок спортивных игр. Это раздел баскетбол. Какие физические и двигательные качества развивает эта игра? Эта игра развивает все двигательные физические качества. И быстрота, и координация, и сила, и ловкость, и, конечно, выносливость, потому что игра длится 40 минут, и нужно играть от начала
и до последней секунды, чтобы работоспособность была до конца игры. Подготовка очень хорошая, справляются. То есть на практике они уже показывают хорошие знания, умения, все навыки, которые приобретают у нас на педагогическом колледже. То есть я, например, доволен их подготовкой, они очень хорошо себя показывают. Задача нашего урока – это совершенствование техники приема и передачи волейбольного мяча. Перед началом занятия давайте проведем с вами технику безопасности. Искандер Амбилович, какое мероприятие проходит в нашем ФОКе? Сегодня детская юношеская спортивная школа «Локомотив» города Канаш принимает финальные игры турнира по баскетболу среди команд девушек, в котором встречаются сильнейшие коллективы среднеспециальных учебных заведений Чувашской Республики, отнесенных к группе «Б», это с численностью обучающихся менее 500 человек. И победители зональных этапов сегодня здесь собрались в нашем спортзале, чтобы выявить победителя и провести итоговое распределение мест в турнире среди девушек. В числе претендентов на итоговую победу значатся студенты Канашского педагогического колледжа. Сейчас им предстоят встречи с оппонентами из поселка Вурнары и города Мариинский Посад. И надеемся, по итогам этих игр наша команда будет представлена в решающей игре данного турнира. В этом году физкультурному отделению исполняется 55 лет. К этой дате коллектив студентов подходит с хорошими результатами. Из 70 студентов 50% занимаются на 4,5. На отделении 5 отличников, 1 кандидат в мастера спорта. Есть стипендиаты главы Чувашской Республики. Для занятий спортом по избранным направлениям созданы все условия. Хороший тренажерный зал, достаточное количество оборудования. В колледже функционирует 8 наименований секций, в которых занимаются почти все студенты. Есть победители и призеры республиканских и всероссийских соревнований. Женская команда колледжа в течение ряда лет занимает лидирующее положение по волейболу среди СУЗов республики. Если вы ведете здоровый образ жизни, любите физкультуру и спорт, приходите учиться на отделение физической культуры Канашского педагогического колледжа.